Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкели. Сегодня пятница, как обычно в это время, мы комментируем наиболее важные события. Не могу не начать этот выпуск с выражения соболезнования семьям и близким сотрудника погранполиции Республики Молдова Сергея Мунтяна и сотрудника службы безопасности аэропорта Кишинева Игоря Чофу, погибшим во время теракта от 30 июня в столичном аэропорту, организованном гражданином Таджикистана, который умер в результате полученных ранений. Это большая трагедия для семьи и семей Сергея Мунтяна и Игоря Чофу, которая показывает уязвимость Республики Молдова с точки зрения безопасности. Я не специалист в вопросах безопасности, поэтому мне сложно комментировать эту ситуацию, но я прислушиваюсь к мнениям специалистов, которые говорят о том, что этой трагедии не было бы, если бы вопросам безопасности в аэропорту уделялось больше внимания и если бы существовали протоколы для таких случаев. Надеюсь, органы, ответственные за принятие решений в этой сфере, сделают соответствующие выводы и проведут необходимые преобразования в этой сфере. Еще раз искреннее соболезнование семьям Сергея Мунтяна и Игоря Чофу. В сегодняшнем выпуске я бы хотел сосредоточиться на местной политике Гагаузии и порассуждать о том, к чему пришла Гагаузия спустя почти 30 лет после своего образования. Скоро истекает второй мандат Ирины Влах. На 19 июля назначена инаугурация новоизбранного башкана Евгения Гуцул, которую у меня не поворачивается язык называть башканом. За такие слова меня могут обвинить в том, что я якобы не уважаю выбор гагаузского народа. Но дело не в уважении или неуважении. Выборы состоялись, суд признал эти выборы, я принимаю решение суда, и тут я мало что могу изменить. Но это не лишает меня права формировать и высказывать свое мнение по этому поводу. Избрание Евгения Гуцул на пост башкана – это пятно на Гагаузии и на гагаузском сообществе в Республике Молдова, от которого мы еще очень долго не отмоемся. И тут речь идет не о Евгении Гуцул как о человеке, а о Евгении Гуцул как о политике, которой она пока еще не стала. Более того, избрание Евгении Гуцул и получение Илоном Шором власти в Гагаузии ставит под угрозу существование самого автономно-территориального образования Гагаузии, Гагаузери. Но обо всем по порядку. Результаты последних выборов башкана Гагаузии вскрыли много проблем, которые накапливались годами, которые никто не хотел решать и которые усугублялись гагаузскими политиками. Самая главная проблема, которую вскрыли эти выборы, это коррумпированность гагаузской политической элиты, которые либо не хотят, либо не могут указать гагаузскому сообществу правильный путь развития. Особый правовой статус Гагаузии, как утверждают гагаузские политики, был получен благодаря неимоверной консолидации гагаузского народа в начале 90-х, но который гагаузские политики используют не во благо гагаузского сообщества, а во благо своего живота. Получается, что рисковали все жители Гагаузии, а благами Гагаузии пользуются только гагаузские политики. Меня могут спросить, а в чем проблема с избранием Гуцул? Оставьте человека в покое, она себя еще не проявила, надо дать ей шанс. Но речь идет не о должности маникюрщицы, где ты можешь дать шанс кому угодно. Речь идет о должности башкана Гагаузии и члена правительства Республики Молдова, на которую с точки зрения закона может претендовать не каждый, а только тот, кто соответствует требованиям соответствующих статей уложения Гагаузии. Но дело ведь не только в формальных требованиях, дело в соответствии должности и наличии политического профиля и опыта, которого у Евгении Гуцул очевидно нет. Да, она, конечно, может его получить, а может и не получить. Жители Гагаузии, да и жители любого региона, села, города или страны не могут позволить себе такую роскошь, как избрание на руководящую должность человека без опыта и дать ему или ей шанс проявить себя. Проявлять себя надо до выборов и таким образом доказывать, что претендент соответствует избираемой должности и достоин этой должности. Это все равно, что покупать товар. Никто же не покупает кота в мешке. Товар желательно изучить до покупки, а не после, особенно если товар стоит дорого. Человек, претендующий на должность башкана, должен быть как минимум известен как политик, с определенным бэкграундом, проявившим себя как политик, желательно с видением и стратегией развития Гагаузии. А что с Евгенией Гуцул? За 3 недели до выборов башкана в Гагаузии о ней никто ничего не слышал. Более того, в биографии Евгении Гуцул есть серьезные темные пятна, на которые она не считает нужным проливать свет.
Что мы о ней знаем? Что она удачно вышла замуж и была секретаршей в партии Шор. Еще ходят слухи о том, что она работала маникюрщицей. Сама Гуцул слухи никак не развенчивает и не опровергает. Как же такой человек стал руководителем целого региона? У меня ответ один. Гагаузские политические элиты и гагаузские политические лидеры, которые много лет в гагаузской политике и неоднократно боролись за должность Башкана, убеждая нас, что только они могут управлять Гагаузией и что Кишинев должен оставить нас в покое, просто взяли и слили выборы Илону Шору, осужденному на 15 лет лишения свободы за банковское мошенничество. И эти гагаузские политики и политические лидеры, корчащие из себя местных патриотов, не видят проблемы в двух вещах. Первое. Они не видят проблемы в том, что в Гагаузию влез очередной лидер организованной преступной группы, и гагаузские политики дружно стали водить вокруг него хороводы, чуть ли не припевая выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». Второе. Их не смутило то, что Илон Шор фактически кинул в лицо гагаузским политикам свои мокрые и грязные трусы, извините за выражение, поставив против них такую персону, как Евгения Гуцул, без политического профиля, без опыта и с темными страницами в биографии. Давайте вспомним, как Евгения Гуцул убеждала своих земляков из Этулии проголосовать за нее. Есть популярный ролик в ТикТоке, где Евгения Гуцул говорит им, что партия Шор моет улицы Аргеева шампунем. Аргеевда yıkanıyla специальный шампунь, пешеходный переходла освещаться красным светом, канализация var, освещение var. Niçin partiya Şor yapı? Хотя bizi de beğenmiyor, bizi pek beğenmiyor bu действующая власть. Deni yapıyız, deni açın. Verdi слово, тёда кенет лафını tutuy. Я еще один раз скажу. И повторю здесь, я уже говорила на других встречах в Этулии. Как бы вы ни проголосовали за нашу команду, мы уверены в нашей победе, мы выиграем. Но я вам обещаю, что мы начнем работы с Этулии. Как бы вы ни проголосовали. Когда Евгения Гуцул говорила это в Этулии, ее, очевидно, не смущал тот факт, что в Этулии особо шампунем мыть нечего. Ну, сколько километров асфальтированных дорог в этом селе, которые можно было бы помыть шампунем? Центральная улица, да и только, да и та, наверное, в ямах и колдобинах. Если бы в Кишиневе кандидат или политик сморозил такую ерунду, его в тот же день высмеяли бы его политические оппоненты. А гагаузские, так называемые оппоненты Евгения Гуцул, даже не обратили на это внимания. Тот факт, что гагаузские политики охотно пошли на контакты с Илоном Шором, меня не удивляет. О преступлениях, совершенных Шором, известно уже почти 10 лет, если не больше. И мы практически ни разу не слышали от гагаузских политиков осуждений преступлений, которые совершил Илон Шор. А ведь Шор совершил тягчайшее финансовое преступление против Республики Молдова, ограбив ее граждан, в том числе и жителей Гагаузии, на $1 миллиард. И сейчас гагаузские политики с удовольствием кормятся из этого миллиарда и становятся в очередь, чтобы выгоднее себя продать Шору. Раньше выстраивались в очередь к Плохотнюку, сейчас настала очередь Шора. Но при этом активно критикуют ПАС и накаляют градус ненависти к этой партии в Гагаузии, пытающейся бороться с коррупцией, организованной преступностью и призвать Шора к ответу за его преступления. Гагаузские политики, как мы видим, не хотят никого привлекать к ответственности, а хотят войти в долю. На выборах Башкана они единым фронтом работали на Шора и непонятно ради каких плюшек слили сами себя и друг друга. Достаточно вспомнить, как Влах и Константинов слили Дмитрия Краитора, а Формузал и Дудогла слили сами себя. И это мы говорим о людях, которые уже более 20 лет в гагаузской политике, имеют узнаваемость и определенное доверие среди гагаузского электората. Эти люди даже не пытались противодействовать засилию ОПГ Шора в гагаузской политике. Никто из них не вышел и не сказал: голосовать за Шора нельзя. Это будет пятно на всех гагаузах, от которого мы не отмоемся очень долго, если никогда. Более того, Ирина Влах, Николай Дудогла, Дмитрий Константинов и некоторые депутаты Народного собрания встали на защиту Евгении Гуцул и Илона Шора, аргументируя это тем, что нужно уважать выбор гагаузского народа, к которому, кстати говоря, они сами гагаузский народ и подтолкнули. Можно сколько угодно винить гагаузский народ в продажности, но народ
идет за своими лидерами. И этот путь гагаузскому народу показали гагаузские политики и показывали на протяжении последних 30 лет. Этот путь нас привел к выборам Башкана 2023 года, когда Гагаузию возглавила темная лошадка с темными страницами в биографии, не демонстрирующая высокий интеллектуальный потенциал или высоких интеллектуальных качеств. Меня в последнее время часто обвиняют, что я выступаю за ликвидацию полномочий гагаузской автономии. Но в чем состоят гагаузские полномочия? И самый главный вопрос, для чего Гагаузии нужны эти полномочия? Для того, чтобы гагаузские политики могли ими торговать налево и направо? Или для того, чтобы повышать качество жизни в Гагаузии? За 30 лет существования гагаузской автономии мы наблюдали больше первое, нежели второе. В целом, нарратив о лишении Гагаузии полномочий со стороны Кишинева – это нарратив, который продвигают гагаузские политики практически все 30 лет существования Гагаузии. Этот нарратив подхватывают все, в том числе и СМИ. В миф о том, что Кишинев спит и видит, как забрать у Гагаузии какие-то полномочия, верят все без исключения. В связи с этим мы заметили две тенденции. У большинства людей, даже у многих депутатов, нет достаточно знаний и понимания того, чем или в чем состоят компетенции Гагаузии и какие из них отбирает Кишинев. И вообще, можно ли называть определенные действия Кишинева действиями по отъему гагаузских компетенций? Второе. Власти Гагаузии не предпринимают ничего для того, чтобы каким-то образом определить, разграничить или усилить компетенции Гагаузии. Единственное, что их интересует, это деньги или доступ к кормушке, как недавно выразился Дмитрий Константинов, и неприкосновенность. Иными словами, они хотят, чтобы им дали побольше денег и никак не контролировали. Я не призываю к ликвидации полномочий Гагаузии, я призываю к тому, чтобы эти полномочия были использованы во благо Гагаузии и гагаузского народа. А пока мы видим, как сферы, в которых у Гагаузии есть исключительные компетенции, например, организация и проведение выборов и регулирование деятельности кабельных сетей и общественного вещателя Гагаузии, используются против жителей Гагаузии и Молдовы во благо тех, кто спонсирует гагаузских политиков. За все время существования постоянно действующей Центральной избирательной комиссии Гагаузии с 2015 года ни одни выборы Башкана и депутатов Народного собрания не прошли честно и без серьезных нарушений. В итоге мы имеем ситуацию, когда должность Башкана практически куплена, и это никого не удивляет. Что касается телевидения, то гагаузское общественное телевидение превратилось в плацдарм для российской пропаганды и рассадник сепаратистских настроений, а кабельные сети в Гагаузии без перебоя вещают все российские пропагандистские каналы, подрывая информационную безопасность Республики Молдова. Это произошло, потому что гагаузские политики все 30 лет не сформировали для себя и для гагаузского сообщества суть и цель существования гагаузской автономии, не поняли необходимость полной интеграции Гагаузии в Республику Молдова, но зато уяснили для себя очень простую вещь. Чем нестабильнее ситуация, тем больше они зарабатывают. И последние выборы Башкана усиливают нестабильность в Республике Молдова. 30 лет гагаузские политические элиты формировали из Кишинева образ врага по поводу и без повода, чтобы оправдать свое бездействие, непрофессионализм и коррумпированность. И настолько заигрались, что не могут остановиться. Постоянное обвинение Кишинева в национализме и давление на Гагаузию в сочетании с избиранием Гуцул могут привести к негативным последствиям для самой Гагаузии по принципу «не буди лихо, пока оно тихо». Мы часто слышим в Гагаузии, что в Кишиневе живут националисты. И история о том, что как только какой-то гагауз попадает в Кишинев, он якобы сразу сталкивается с дискриминацией из-за нежелания говорить с ним на русском. Требуя, чтобы в Кишиневе говорили с гагаузами на русском, в Гагаузии, тем не менее, никто не считает нужным обеспечивать права румыноязычных граждан. Да что говорить о румынском языке, в Гагаузии редко найдешь обслуживание и вывески на гагаузском языке. Даже в примариях и в исполкоме с тобой будут общаться на русском. Для многих в Гагаузии гагаузский язык является языком, на котором общаются бабушки и малограмотные люди. Это видно из нарратива самих депутатов Народного собрания и гагаузских политиков. Не всех, но подавляющего большинства. Но существует ли тот пресловутый молдавский национализм в отношении гагаузов и Гагаузии? С моей точки зрения, нет. Если бы он существовал на уровне государственной политики, то за 30 лет в Гагаузии как минимум начался бы процесс перевода образования на румынский язык и закрытия русскоязычных школ. Но за 30 лет не закрылась ни одна школа с преподаванием на русском языке.
Я уверен, что, обвиняя Кишинев в национализме, гагаузские политики прекрасно понимают, что никакого молдавского национализма нет. И на себе они точно его не ощущают. Не зря же Ирина Влах столько лет живет в Кишиневе и начала учить румынский язык недавно, по ее словам. Если в Кишиневе такой сильный национализм по отношению к гагаузам, как же она могла жить там столько лет и работать в парламенте и правительстве, не зная румынского языка? Нарратив о молдавском национализме используется гагаузскими политиками для отвлечения внимания от насущных проблем и укрепления своей позиции. Но таким образом они кличут беду, потому что в Кишиневе, глядя на политический бордель в Гагаузии, могут задаться вопросом: а что вообще происходит? Мы им дали автономию, и нет никаких аргументов, свидетельствующих об обратном. Автономия гагаузам была дана молдаванами решением молдавского парламента. И не в результате каких-то там соглашений между гагаузским меньшинством и молдавским большинством, засвидетельствованным международными партнерами, а в результате доброй воли молдавского народа, отраженной в законе парламента Республики Молдова номер 344 от 23 декабря 1994 года. И только. Если бы в Кишиневе были националисты, они бы никогда не пошли на принятие такого закона. В Кишиневе могут сказать: мы им даем деньги, 60% бюджета от Гагаузии — это трансферты из Кишинева. Мы, конечно, слышали фантазии о том, что бюджет Гагаузии должен составлять 2 или даже 3 миллиарда леев, если все налоги останутся в Гагаузии. Но эти фантазии не подкреплены какими-то расчетами. Более того, за 30 лет гагаузские власти не имеют понятия об объеме гагаузской экономики и не могут посчитать региональный валовый продукт Гагаузии. В Кишиневе могут сказать: мы им автономию, которую местные политики используют для личного обогащения, мы им деньги, мы им оставляем акцизы, НДС, подоходный налог и налог на прибыль. Европейский Союз им гранты, а они поливают грязью с утра до вечера и нас, и Европейский Союз. Не уважают нас и работают против нашей независимости и суверенитета. В один прекрасный момент Кишинев может сказать: сколько можно это терпеть? И тогда Гагаузия действительно может столкнуться с молдавским национализмом. Победа Евгении Гуцул — это шаг в направлении того, что у Кишинева может закончиться терпение, потому что Шор однозначно будет пытаться использовать Гагаузию против Кишинева и против молдавской государственности. Сможет ли Гагаузия отмыться от Евгении Гуцул? На данном этапе процесс еще не необратим. Но если Шору действительно удастся использовать Гагаузию как инструмент против государственности Республики Молдова, то это может запустить процесс ликвидации гагаузской автономии. И в этом гагаузам винить будет некого. Извините, но в Гагаузии сами пустили лиса в курятник. Теперь расхлебывайте. В идеале в Гагаузии должны появляться местные политические проекты и измениться политическая культура. Гагаузы в качестве своих политических представителей должны видеть не московских засланцев, а местные партии с четко прогагаузской повесткой, нацеленных на сотрудничество с Кишиневым и укрепление молдавской независимости и суверенитета. Тогда у гагаузской автономии есть будущее, а так ее будущее очень туманно. Друзья, это все, что мы хотели сегодня прокомментировать. Подписывайтесь на нас, делитесь этим видео. Увидимся на следующей неделе. До свидания.